В Астане состоялось подготовительное заседание к совещанию министров обороны государств-членов ШОС. В заседании приняли участие руководители структурных подразделений международного военного сотрудничества оборонных ведомств государств-членов ШОС. Совещание министров обороны государств-членов ШОС пройдет 25-26 апреля. В оборонном ведомстве состоялась встреча представителей Департамента международного сотрудничества и Департамента воспитательной и идеологической работы с военным атташе Австрийской Республики полковником Томасом Ахаммером. Участники встречи обменялись мнениями об этической и психологической поддержке военнослужащих в ходе службы и при выполнении миротворческих миссий. Плановые прыжки с парашютом совершили военнослужащие десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Кунаевского гарнизона. Среди них 13 девушек-санинструкторов, которые в преддверии Международного женского дня запустили челлендж «Я люблю свою профессию». Все девушки служат в 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде больше года. Для представительниц прекрасной половины прыжки с парашютом – это один из элементов боевой подготовки. В этот день совершили прыжки с парашютом свыше 160 военнослужащих десантно-штурмовой бригады, из них 96 солдат срочной службы. С победой вернулись домой военнослужащие сухопутных войск вооруженных сил Казахстана, выступившие на международных соревнованиях «Командный дух пакистанской армии-2024». Состязания прошли в древнем городе Равалпинди. Этапы турнира включили в себя обнаружение объектов противника, действия в засаде, корректировку огня артиллерии, оказание неотложной медицинской помощи и эвакуацию раненого, разминирование участка, преодоление водной преграды ночью и стрельбы из автомата Калашникова. В международных состязаниях участвовали военнослужащие из 15 стран. В Алматы делегация военных врачей сил самообороны Японии ознакомилась с деятельностью и учебно-материальной базой Центра военной медицины Министерства обороны Казахстана и военного клинического госпиталя. Для японских коллег был организован брифинг, где были озвучены перспективы развития Центра военной медицины, планы по его оснащению и подготовке военно-медицинских специалистов. Стороны обсудили проект плана сотрудничества. В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи прошел 6-й конкурс на лучшую научно-исследовательскую, изобретательскую и рационализаторскую работу среди курсантов. На конкурс было предоставлено 17 научных работ, из них экспертная комиссия отобрала 7 наиболее актуальных разработок. По решению комиссии первое место было присуждено 2 работам. Курсанты Арстан Кужахметов и Жасулан Тамаев представили на конкурсе «Передовой миноискатель». Лучшие работы направлены для участия в конкурсе на грантовое финансирование по научным проектам. В Западно-Казахстанской области военнослужащие бригады теробороны помогают службам ЧС. Более 120 военнослужащих войсковой части 99-250 приняли участие в работах по предупреждению паводка в весенний период. Совместно с подразделениями по чрезвычайным ситуациям, сотрудниками структурных подразделений акиматов области, города и района Диркул, военнослужащие занимались расчисткой подъездных путей, арычных сетей и водотоков. В Алматы на базе института Сатпаев University состоялись учебные сборы с преподавателями начальной военной подготовки школ города. Более 100 военных руководителей обсудили различные аспекты военно-патриотической работы с допризывной молодежью, включая улучшение учебно-материальной базы, внедрение современных методов обучения и усиление взаимодействия с различными организациями и ведомствами. Также к 5-летию образования Астана IT University военная кафедра вуза провела среди студентов интеллектуальное состязание I2 Military CTF. 15 студенческих команд состязались во взломе военной инфраструктуры на киберполигоне, исследовали бизнес-риски и решали различные вопросы по кибербезопасности. Команды-победители были награждены грамотами и ценными призами. В Вооруженных силах отмечают День благодарности. Первый день весны связан с образованием Ассамблеи народа Казахстана, объединяющей более 100 этносов, проживающих на территории нашей страны. Этот праздник содействует укреплению сплоченности нашего народа. Выражая друг другу признательность и почтение, мы продвигаем такие основополагающие ценности, как дружба, согласие и солидарность. В минувшие выходные дети военнослужащих вооруженных сил заехали в филиалы Республиканского учебно-оздоровительного центра Балдаурен в Туркестане, Щучинске и Балхаше.
Срок пребывания в центре 21 день. При этом, помимо культурно-досуговых и оздоровительных мероприятий, дети будут проходить обучение по предметам школьной программы на государственном и русском языках. В целом, в 2024 году в филиалах центра Балдаурен отдохнет с пользой для здоровья и личностного развития более 1000 детей. В Алматы подвели итоги третьей зимней юношеской спартакиады «Калкан-2024», которая состоялась на базе спортивного комитета Центрального спортивного клуба Министерства обороны. В спартакиаде приняли участие юноши и девушки из всех регионов Казахстана в возрасте от 14 до 17 лет. Они состязались в лыжных гонках на 3 километра, стреляли из пневматической винтовки. Юноши подтягивались на перекладине, девушки выполняли подъем туловища из положения лежа на спине. По итогам спартакиады в командном зачете золото завоевала сборная Акмолинской области, серебро – Северо-Казахстанской области, бронзу – Западно-Казахстанской области.